Этим фотографиям всего 10 дней. УАЗ наших бойцов подорвался на магнитной мине, которую сбросили на прифронтовую дорогу с вражеского дрона. Как итог, 3 раненых, а машина, вы сами видите, как говорят, отнесена к боевым потерям. А днем ранее наши ребята целый день не могли вывести своих раненых товарищей из-под огня. Выручило соседнее подразделение. На небольшом вездеходе получивших ранения бойцов удалось вывести в зону эвакуации. Таковы реалии фронта. Да, республика прикладывает все усилия, чтобы помочь передовой. Направляет приобретаемые на средства благотворителей УАЗики и Нивы. Но жизнь этих рабочих лошадок на переднем крае, под вражеским огнем, зачастую непродолжительна. На просьбу наших бойцов помочь в восполнении боевой потери первым откликнулся предприниматель из Сосногорска Александр Исаков. Ребята просили наиболее мобильный и в то же время проходимый транспорт – баги, и его нашли. Владимир Уйба лично поблагодарил Александра Исакова за отзывчивость и желание помогать нашим бойцам. За пару дней сосногорский предприниматель на собственные средства приобрел технику и уже сегодня доставил ее в Сыктывкар. Спасибо большое. Компактный, мощный, а главное юркий. О такой технике давно мечтали наши бойцы. Баги позволят оперативно выполнять боевые задачи, а затем быстро уходить из-под вражеского огня. На нем по бездорожью можно будет с легкостью вывести раненых, доставить на позицию продовольствие и воду, подвезти боеприпасы и медикаменты. Александр Исаков не в первый раз помогает передовой нашим ребятам по зову сердца, как настоящий патриот. Хотел пойти повоевать, но по состоянию здоровья не это. Думаю, хоть чем-то помочь. Вот чем могу, тем помогаю. Ранее он уже направлял на фронт автомобиль «Нива», а после Нового года предприниматель планирует передать бойцам еще один полноприводный УАЗ. Вот так же, бескорыстно, понимая всю важность проводимой работы, жители Сосногорского района с самого начала спецоперации активно помогают в сборе всего необходимого для наших бойцов. Очередной гуманитарный конвой они планируют направить на передовую уже 15 января. Жители активно участвуют в этой работе, буквально все предприятия, учреждения, организации. Также подключаются соседние районы, передают адресные посылки. В том числе за это время мы уже отправили 6, не 5, а 6 фур и 13 автомашин. Это 14-я машина идет. Этот багги уедет под Артемовск. Именно там сейчас идут самые ожесточенные бои. Раскисшие дороги такому мотовездеходу не страшны, а потому он сможет спасти не одну солдатскую жизнь. Также в эту поставку у нас закуплены средства связи, радиостанции автомобильные, радиостанции носимые, запасные аккумуляторы. Стало холодно на передовой. Мы отправляем дизельные обогреватели. Очень быстро они отапливают блиндажи и очень востребованы нашими военнослужащими. Вместе с багги на фронт уедет еще и автомобиль «Нива», который приобретен на собранные фондом средства. Любовь Лапина, Павел Королев, Дмитрий Булаев, телеканал «Юрган».